Продолжаем изучать карельский язык, людиковское наречие, кандапурский говор по краткому курсу «Сану Людикш». Скажи по-людиковски. Сегодня у нас 3-й урок, и мы разбираемся с глаголом «олда». Глагол «олда» – это, как правило, глагол «связка». Обозначает быть, находиться, существовать. Но есть и другие значения, о которых мы вспомним чуть позже в этом уроке. Итак, это глагол «связка», соединяет подлежащее с именным сказуемым, существительным, прилагательным и так далее. В отличие от русского языка, где в настоящем времени глагол «связку» есть, как правило, опускают, в людиковском «олда» в настоящем времени обязателен, если нет другого смыслового глагола. Например, «я учитель», о котором я уже вспоминала, звучит как «мина ола опастай». Вы уже знаете это выражение. Или мы скажем «дом большой, коди он сурь». Или мы здесь, то есть мы находимся здесь. Мё олеме тяс. Как спрягается глагол «олда» в настоящем времени? Как мы скажем, например, «я есть», «мина олен», «ты есть», «шина олет», «он» или «она» есть, «hän он», «мы есть», «мё олemme», «вы есть», «тё олетте», «они есть», «хё олдол». Есть и другие важные случаи употребления глагола «олда». Например, указание на наличие чего-либо. Например, у меня есть книга. Минул он кирдь. Или местоположение. Петрозаводск в Карелии или Петрозаводск находится в Карелии. Петровской он карделас. А также характеристики и состояния. Например, он радостный. Hän on iloinen. Hän on iloinen. Сейчас я покажу вам табличку, которую нужно будет, в принципе, выучить наизусть, распечатать ее. Табличка взята у ученого Перти Вертаранта, который изучал людиковское наречие карельского языка. Посмотрите, в данной табличке указано, что еще и можно перевести глагол «олда» как являться, стоять, пробыть, иметься, присутствовать, располагаться. То есть по смысловому значению фразы мы переводим. Каким образом мы эту табличку сейчас с вами рассмотрим? Возьмем глагол «олда» и в настоящем времени, в настоящем отрицательном, прошедшем времени, в отрицательном прошедшем времени, как в единственном, так и во множественном числе. Вы просто следите сейчас по табличке и потом самостоятельно попробуйте еще раз, а может быть и не один раз разобраться. Итак,
единственное число, настоящее время. Мина олен. Например, я дома. Мина олен кодиш. Ты дома. Сына олет кодиш. Он или она дома. Hän on кодиш. В отрицательном настоящем времени мы скажем «я не дома» так. Minä en ole kodis. Ты не дома. Sinä et ole kodis. Он или она не дома. Hän ei ole kodis. Как мы скажем в прошедшем времени в единственном числе. Например, я был дома. Minä olin kodis. Ты был дома. Sinä olit kodis. Он был дома. Hän oli kodis. В отрицательном прошедшем времени. Я не был дома. Minä ei ollut kodis. Ты не был дома. Sinä et ollut kodis. Он или она не был дома. Hän ei ollut kodis. Множественное число. Как мы скажем, мы дома, настоящее время. Me olemme kodis. Вы дома. Te olette kodis. Они дома. He olda kodis. В отрицательном настоящем времени мы скажем, мы не дома. Me emme ole kodis. Вы не дома. Te ette ole kodis. Они не дома. He ei olda kodis. В прошедшем времени во множественном числе мы были дома. Скажем так. Me olimme kodis. Вы были дома. Te olitte kodis. Они были дома. He oldi kodis. Отрицательно прошедшее время множественное число. Мы не были дома. Me emme oldu kodis. Me emme oldu kodis. Вы не были дома. Te ette oldu kodis. И они не были дома. He ei oldu kodis. Спряжение глагола olda нужно выучить, потому что этот глагол-связка встречается очень часто. Урок нужно повторять, конечно, не один раз. На этом урок 3 заканчивается. Продолжение следует.